Потеря обоняния, высокая температура, боль в горле. Симптомы COVID-19 не меняются, чего не скажешь о заболеваемости. Впрочем, в Сунже статистика идет на спад. Всего под наблюдением в красной зоне здесь 5 человек. Экстренно доставили в инфекционное отделение и этого мужчину. 39,6 температура. 170-180 давление. Ждала, чингажицани. خلمر أوس حد سوالجدير اشتخلوجدير حالة حد شوراسو سون ليشين دعيولات شولار دينا دينساني تسوغجا كنتي هذا. В Сунжинской больнице количество зараженных коронавирусом значительно сократилось. Положительных тестов не больше 10 в день. Статистика среди будущих мам тоже радует. Сейчас в родильном блоке нет ни одной женщины с подтвержденным ковидом. Один пациент в реанимации. Сегодня перевели больного из инфекционного отделения в связи с нарастанием дыхательной недостаточности. Хотя отмечалась положительная лабораторная динамика, но дыхательная недостаточность прогрессировала. С целью стабилизации и круглосуточного наблюдения переведен в реанимационное отделение. Больные с легкой формой лечатся амбулаторно. Здесь же находятся пациенты со средней и тяжелой формой COVID-19. В зоне риска все так же остаются пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Медики предупреждают, несмотря на статистику, беречь себя. При первых же симптомах обращаться к участковому врачу и соблюдать элементарные правила. В первую очередь, то, что неоднократно у нас и по телевидению, и в интернет-ресурсах говорится, это ношение масок, то есть средства индивидуальной защиты, мытье рук. Если человек у нас болен, то он не должен посещать общественные места, выходить на улицу. Дома он должен изолироваться, то есть отдельно даже от своих членов семьи. В первую очередь именно заболевший человек не должен ходить и разносить эту инфекцию. И также сейчас у нас идет активная вакцинация. Самым надежным и лучшим методом защиты от коронавирусной инфекции это является вакцинация. На сегодняшний день с декабря месяца в Сунжинской поликлинике привились 8199 человек, один из которых и Мовсар Держигутханов. Несмотря на свой активный образ жизни, мужчине повезло не подхватить заразу. Удача удачи, но постраховаться не помешает. Любой вакцинации. А бумажку дадите? Да, все добровольно хабину вакцинации тай. Качак адрес, шевашта модал хауш зайтан. Прежде чем попасть в прививочный кабинет, вакцинируемый должен пройти ряд процедур, измерить давление, сдать мазок и проконсультироваться у терапевта. Если у пациента обнаружено ОРВИ или антитела от ковида, то его не допускают до вакцинации. При этом обязательные условия есть не только у вакцинирующих, но и относительно самих капсул. Главное правило – хранения вакцины в морозильной камере. При этом температура должна быть минус 18 градусов. Врачи предупреждают, ковид очень легко спутать с гриппом. При появлении первых симптомов лучше все-таки забеспокоиться и провериться. Напомню, что введенные из-за COVID-19 ограничения в республике продлили до 15 июня. Указ подписал глава региона Махмуд Али Калиматов. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.